как представитель Greenpeace, да? Да, да. Greenpeace в России, да? Да, да. Вот, ну, так как я эколог, я расскажу немного про как раз влияние атомных станций на окружающую среду. Ну, как раз мне очень понравилась вот эта схема, которую нарисовал Андрей, я ее возьму за основу. Вот. Первое, это, собственно, добыча урановой руды. Так, ну, она добывается в шахтах, у нас идет, ну, скажем так, в земле образуются какие-то полости, и может потом быть просадка грунтов, из-за чего как раз жидкие радиоактивные отходы, во-первых, они и так фанили, они будут еще больше фонить именно в окружающую среду, а не там внутри почвы. Это первое. Во-вторых, вот приведу пример. Я сама родом из Пятигорска, Ставропольского края, и там раньше добывали урановую руду на горе Бештау, и там как раз остались вот эти уже пустые штольни, где какое-то количество радиоактивных отходов. И может, в году где-то в 2008 или 2010, вот сейчас не вспомню, в те года, приезжал какой-то важный человек, важный политик, тоже, не знаю, как это мне уже сказали потом, эту историю. И вот эти шахты, которые, насколько я знаю, выходили вверх, их залили бетоном, а внутри, собственно, вот эти радиоактивные отходы остались. И потом уже через несколько лет начал просачиваться радон в других местах, более отдаленных от этой горы. Ну, радон, собственно, как раз один из начальных продуктов распада урана. Вот. И сейчас как раз в городах Каменвод там радон присутствует в воздухе, он не превышает ПДК, но он больше фонового значения, что, в принципе, тоже как бы нормой не является. Так, это по поводу добычи. Но по поводу объединенного гексафторида урана Андрей, на мой взгляд, все сказал, это я пропущу. Когда у нас, собственно, функционирует атомная станция, вот я прям обратила внимание, когда читала ОВОЗ по поводу радиоактивных выбросов. Там звучала такая фраза, что ПДК выбрасываемых вредных веществ немного превышает, немного превышен ПДК. Немного это насколько? Вот это очень важный момент, потому что, как бы, по мнению Росатома, немного это одно, а по мнению всех остальных людей это другое. Вот. Этот момент. И, на самом деле, вот, наверное, что касается функционирования атомной станции, на мой взгляд, самое опасное, это как раз хранение радиоактивных отходов, как сказал Андрей, бочки нагреваются и могут провоцировать таяние многолетней мерзлоты. Так у нас и так сейчас эта проблема стоит. Да, изменение климата. Там какая тема? Когда порода тает, активизируются бактерии, которые производят метан. Это один из самых таких сильных парниковых газов. Получается, что метан улетает в атмосферу, создается еще больше парниковый эффект, что еще больше стимулирует таяние вечной мерзлоты. Вот, это, во-первых, такое глобальное. Да, здесь, во-первых, тоже будет стимулироваться таяние многолетней мерзлоты, и еще, я так понимаю, что эта станция, надо будет располагаться на какой-то платформе. Были учтены разные геоморфологические показатели, чтобы это все устойчиво стояло. Если пойдет таять многолетняя мерзлота, то да, может измениться рельеф, и эта атомная станция может, по сути, скажем так, подвергнуться механическому воздействию и, условно говоря, съехать, всплыть куда-то, все. И у нас уже как раз, вот, вспомнив Фукусиму, это же как раз авария произошла в результате природного катаклизма, цунами. Вот. И здесь, по сути, тоже будет такой, почти природный процесс, который может спровоцировать радиационную аварию.